Мою маму звали Дулуш Даш Паимбаевна, девичья фамилия Андар. Из рода Андар. Ареал обитания этих андаров — это река Устюжкин. Вот она оттуда умерла в 54 года. Всю жизнь работала с людьми, долго-долго работала в школе, начинала преподавателем математики, завучем школы, потом директором школы. Долго работала директором очень большой школы на западе Тулы, это Чеданская средняя школа номер 1. 1200 человек школьников и 60-70 человек педсостав. Потом она возглавляла директорство в дальней Кахиме, в школе Кахим, поселка Кахим. Защитила проект народной педагогики и претворения, именно использования. Даже были часы какие-то там специальные, оплачивалось все это. Она защитила этот проект, претворяла именно преподавание, применяла впервые в Туве в 90-м, 91-м, 93-м годах. Она претворяла, скажем, методы народной педагогики. У нее была, конечно, очень тяжелая работа была. Завуч, директор школы — это такие должности. Это нет, она еще преподавала математику, проверка тетрадей, педсоветы, которые длились до часу, до 2 ночи, потому что я это очень четко, хорошо помню, потому что я нянчился с младшими своими братьями. Она родила 7. Я многих из моих братьев уже нянчил, поэтому помню, как в час ночи у меня спина ломилась, а братишка плачет, а она на педсовете. Отец был секретарем райисполкома Дзунхимского округа. Больше было друзей мамы. Объединяла она вокруг себя людей, к ней люди тянулись. По воспоминаниям всех, которые с ней работали, они очень тепло ее вспоминают. Она советовала очень многим людям в трудных ситуациях, как помогала очень многим людям советом. И тем более у нее был дар ясновидения. Она могла подсказать, как действовать, объяснить, почему это происходит, откуда причина вот этих страданий людей. Она четко могла объяснить людям. Она очень доходчиво объясняла всем, почему так. А вам? Мне тоже она много раз объясняла. Вот мой, например, очень капризный, я первенец, поэтому я был очень капризный, очень такой своенравный. И особенно после флота, после 3 лет службы, я вообще стал очень жестким к окружающим людям. Был очень обозленным, потому что советский флот, Тихоокеанский флот — это порядки почти что тюремные. Потому что в 70-е годы очень много было людей, это дети детей войны. Нехватка новобранцев, попали туда очень много людей с легкими статьями, с малолеток брали на службу. И туда пришел на кораблях стоял закон, который называется Гадковщина, на самом деле это тюремный закон. Конечно же, я служил один тувинец среди
представителей всего Советского Союза. Там украинцы, таджики, узбеки, много было русских. И вот это вот национализм у нас тоже махровым цветом был. И пришлось очень тяжело для начала, для меня, например, вот, я хорошо учился, на пятерке сдавал историю, литературу, вот, ну, вся вот эта красота рухнула, когда я попал на корабль. И, конечно же, вот эти жесткости на корабле, никуда не денешься, маленький корабль. Конечно, характер мой испорченный приехал со службы, грубый, разговаривал матом, в одну секунду взрывался и мог натворить делов. Очень гневный стал. Она мне очень просто объясняла. Игорь, оказывается, ты 3 года отслужил на флоте, ты не только отслужил, ты еще натренировался гневаться. Гнев, она объясняла мне, что гнев тренируется, медитируется. И гневные люди — это те, которые специально, сами того не знают, тренируют гнев. Это я потом, попозже, конечно, вот, когда более-менее начал погружаться в этот самый буддизм, понял, что гнев — это самый страшный грех из всех грехов. В течение секунды можно уничтожить все, что мама мне уже тогда говорила, давно уже, когда мне было 23-24 года, 25 лет, сложные годы для меня, когда создавал группу, она была с нами рядом, она видела, как мы репетируем, потому что репетировали мы дома. 9 человек состав. Она видела все это, как мы тяжело репетируем. Она мне сказала тогда: ты, оказывается, создаешь создатель. Ты создаешь из ничего. Потому что звук невозможно потрогать, понюхать. Самый сложный путь ты выбрал, Игорь. Но, наверное, ты прав. Она меня поддерживала очень сильно. Во время одного подготовки альбома она даже вот, она была главным спонсором нашим по организации этих создания альбома. Это надо было купить на 2 месяца, на 16 человек еды. Вот она вот помогла деньгами, продала свой настоящий ковер. Как это было? Она вот, я попросил ее, приехал, мама, говорю, я всех музыкантов со всеми семьями, с детьми вывез в Черпи, они там сидят, мы должны закончить альбом. Она такая, очень так, ничего не сказала, на завтра, говорит, утром, говорит, она карты раскинула. Я сегодня найду деньги, сына, не беспокойся. Потом оказалось, что она просто сняла со стены ковер, пошла на базар, продала его, потому что это был период свадьбы. Ковры нужны были. Покупали на расхват, а тогда был дефицит подарков. 92-й год это. На эти деньги мы купили провизию, все, что необходимо, и мы закончили альбом. Однажды меня она окрылила после какого-то партийного собрания. Пришла, большой был хурал в поселке Кахем, где проводил сам Бакулин, представители правительства были. Они обсуждали политическую ситуацию в СССР еще. Это до 91-го года было. И они там обсуждали какую-то очень серьезную вещь. Там умные люди из Москвы приехали, кто-то там объяснял, что будьте внимательны к неформальным лидерам в народе. Примеры приводились Высоцкого, приводились примеры Солженицына, Сахарова. И всех этих чиновников, которые управляли, эти люди консультировали из Москвы, говорили, вы прислушивайтесь к этим людям, потому что у них есть способность предсказывать. Они острее чувствуют ситуацию. Вы это самое не замыкайтесь в своем партийном управленческом аппарате. Ну,
И вот она мне говорит, а я тогда был бардом, очень остро социальные песни писал. Она мне говорит, Игорь, ты вот как ты это пишешь? Я говорю, я не знаю, мама, вот приходят вот эти идеи, и все, говорит, ты осторожно, вот ты вообще как оракул, вот сейчас напоешь все это вдруг все это сбудется. Ты творец, ты должен быть ответственным, подходить к своим текстам. Потому что вот то, что ты написал и спел, вслух произнес, потом ты не возвратишь. А люди воспримут. Поэтому ты должен быть ответственным за свое творчество. Вот такие даже вот тонкие вещи она мне объясняла. Она была очень нестандартный человек, я сейчас понимаю. Очень глубокий. Она могла очень просто объяснить очень сложные вещи. Простым примером умела находить слово математик. Казалось бы, она точно на науку. Нет, она очень большой рассказчик, у нее феноменальная память, у нее память крови, память тока крови. Она знала, кто чей сын, кто кому дядя, кто кому. Вот, она всю эту узнала. Вот один раз увидит человека, она запоминала это имя, откуда она родом, чья это дочь, кто в этом роду был. Вот это у нее, она была обладательницей этой памяти. Она говорила, что такие люди в роду бывает один человек хранит. Потом, когда этот человек уходит, на смену приходит другой человек, носитель памяти крови. Вот она столько свадеб провела в своей жизни, что все благодарны. Помолвок она вот ездила в какой-то район сватать невесту. Вот ее брали всегда. Она умела говорить с людьми, представлять людей. И, конечно же, будучи председателем Сулакцы администрации, она организовала очень много мероприятий. И там что-то случилось, клевета там пошла, и на партбюро у нее отобрали билет. После которого она приехала в Кызыл, здесь в обком партии, этот вопрос здесь рассматривался, после которого один из мудрейших наших партийных тогда руководителей посоветовал, и ну, у тебя, Даш, единственная возможность ехать надо в отдел партийного контроля, в Кремль просто. Больше у тебя вариантов нет. А она была очень, всю жизнь за идею она жила, она, конечно, это очень больно восприняла, она написала мне в письме. Это была для нее трагедия. Она полетела в Москву. Как обычно, она посмотрела сторону, куда летит, день, когда летит, астрологически. И открыла карты. Я полечу, я возвращу билет, полетела. Денег не было, она где-то у кого-то там заняла, полетела в Москву, ей этот билет отдали после получасовой беседы с самим этим, самым главным человеком партийного контроля. Там был уникальный случай, это она приехала с партбилетом, она была восстановлена, она в должности была восстановлена везде, и вот так вот она дожила до своих последних дней. Умерла она рано утром. В тот день я был освобожден из камеры, потому что я был по подозрению в грабеже закрыт. Я вышел из камеры, она услышала, что я вышел, и в этот день она умерла. Она так переживала за первенца, за меня. Я вышел и сообщил, что я вышел, все нормально, я завязываю, я буду работать
музыкантом, я буду работать тренером. Я ухожу с коллектива того группировки, в которой я работал. Вот это услышала, а этой ночью она умерла, потому что она успокоилась, наконец-то сын взялся за ум. И последние слова ее были: отец был рядом. Она вот во время сна в 3 часа ночи встала, села на кровать и сказала: Волдарма, умерла. Сыновья и умерла. Сколько детей еще она спасла, вот мальчиков, которые как директор. Будучи директором школы, она в крайнем варианте, она защищала, конечно, но крайние варианты были несколько раз. Это я помню уже, потому что у меня было 8 классов, 9 классов, 10 класс на директор школы. После разбирательств по бюро она 3 или 4 пацанов она спасла под мою ответственность. Она оставляла партбилет. Потому что она говорила: вот этого парня надо ни в коем случае нельзя садить. Если посадим, мы ничего. Ну, многих парней она спасла, заступалась за них. Потому что она знала истории семей, условия жизни этих парней, пацанов, школьников, эти трудные подростки. Но она надеялась, что они станут людьми, потому что в народной педагогике тувинцев она опиралась на этот народный метод. До 40 лет на мужчину никто не кричал. До 40 лет вот эти вот мужчины, которые буйные, неуправляемые, после 40 лет начинали таскать рог, понимаешь? С этими мужчинами отец, мать никогда не разговаривали, никогда не ругали. Только бабушка, дедушка или старший дядя, чейн, сосок Барамацин, имели право ругать этого парня только старики. А отец, мама не вмешивались. Это была модель тувинского воспитания. Сейчас говорят отец, главное, на самом деле не отец, а дед. Дед воспитывает внука. А сейчас, видимо, дедушки не доживают. Да. Вот поэтому, и что с ними, я спрашиваю, вот в Судхоле, например, мужики же страшные вообще, напьются, орут, бегают, скачут на лошадях, дерутся. Ничего, это нормально. После 40 из этих мужчин настоящие мужчины появляются. Они род тащат, страну тащат. Это сильные люди, буйные. То есть это у них сила выходит. Да, это сила, они не справляются со своей силой, они со своим энергией не справляются, умом не справляются, их колбасит, потому что жизнь, она тяжелая, трудная. И вот эти молодые годы, 30 лет, особенно 30 лет, Ахташан Дилан, это противоположный год, когда нас вообще колбасит человека. 42 – это последний срок, когда человек должен взяться за ум. Если 42 человек не понимает, что есть дух, что есть Бог, что есть сила, на которую никто не повлияет, это объективная сила есть, которая влияет на все и вся. После 42, если человек это не понимает, это дурачок на всю жизнь. Ну вот Кангарул Борисович одноклассник. Да. И я видела фотографии старые, где у него, видимо, до вот этого тюремного опыта совсем другой взгляд, вообще другая фотография, да. Совершенно другой человек. И еще я видела где-то в книге, это Сюзюкей, наверное, про него, фотографию из колонии, где сидят молодые, красивые парни. И за что они там сидели? Что хорошего с ними могла сделать вот эта система? Вот как раз то, что твоя мама говорит, что не... Вот это вот период этот начался, когда начали строить села, города, а по привычке молодежь, которых старше 14, да, вот этот гормон, когда прут, тувинцы, молодежь, как они, вот сейчас они вот
по улице ходят, галдят, у них все меняется же, гормоны, поэтому подростки, они совершенно неадекватно себя ведут. Это гормоны, с этим ничего не поделаешь, это природа. А парни в те времена, 20-е, 30-е, 40-е годы, парни что делали? Они на скаку, на полном скаку прискакали к дому. Участковый берет садики, потому что он нарушает общественный порядок. А раньше в июль, когда скакали, просто дед там сидит, что он там гоняет лошадь, и все поругал, ну чуть-чуть просто вот, и все. А когда села пошли, появились участковые. И вот пошли вот эти очень много мелких дел было открыто, очень много людей было посажено на маленькие сроки, но маленький срок 1 год отсидит, полгода отсидит, и все, тюремно запираешь. Очень, очень мощное вот это вот привыкание к зоне произошло у тунисов. А потом уже поехало дальше, уже тяжкие преступления, и смертельные исходы, и все пошло. И, конечно, тюрьма, в тюрьме сидят те, которые от природы способны на поступок. Если говорить как не кощунственно, но это так. Это люди, которые вот сказали и сделали. Вот он маленького роста. Что сидел? Ну, 3 раза сидел, рецидивист, и что-то. Ну, 1 труп у меня, другое хулиганство. А что случилось? Почему ты так сделал? А почему он не имеет права меня бить? Я маленький, но он здоровый, ну и что? Кто ему дал право меня бить? Он убил его, ушел. Вот такого, это настоящий психотип воина-мужчины. Он, несмотря на все обстоятельства, он должен стоять на своем. И эти обычно у нас при нашей системе, при советской системе, они в тюрьме оказываются обычным образом. Очень много, я не говорю про насильников, про этих вот, я говорю, очень многие мужчины попадают туда, потому что они мужчины просто. Ну вот, например, из вашего класса тогда, сколько можно насчитать, это Чаданская школа, 70-е годы, сколько человек прошло через заключение, если вот иметь в виду еще... Как ни странно, из нашего класса отсидели 2 человека. Хотя считается, что один умер в тюрьме. Криминальный 20 Чадан. парней у нас было в классе, 12 девочек, 20 мальчиков. Один попал, и он умер там, в зоне. А другой вот